слава Вышний Богу, мир, честь и благоволение. Слава Вышний Богу, мир, честь и благоволение. Господи, снимай ты решишь, странности от хвалу Твою. Аминь. Доброславенного владарства, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. У мира Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир звышение избавления душ наших Господу помолимся. Господи, помилуй. За мир во всем свете трывало святых Божьих церкви узъеднание усей Господу помолимся. Господи, помилуй. За святый храм гэты, за тых, кто с верою пошаной и страхом Божьим увоходить у Его Господу помолимся. Господи, помилуй. За набожных христиан Господу помолимся. За великого Господара нашего, наисвятейшего всесветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу, за шановных просвитера у Христе диаконства, за увесь клир и народ Господу помолимся. За город гэты, за Литву и нашу Беларусь, за все города и краины, за тых, кто с верою живут у их, Господу помолимся. За сприяльное надворье, за богатый урожай земных плодов и за часы мирные, Господу помолимся. За тых, хто подорожничає по морі землі і по ветрах, хто хвореє, покутує, хто у зневоленні, і за збавлення їх, Господу, помолимся. Каб позбавиться нам от всякого гора, покут, недолі і нестачі, Господу, помолимся. Оборони, збав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усей святую, беззаганную, наидобрословеннейшую владарку нашу, Богородицу, вечно Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, Твоя улада недосяжная, слава неспостижная, милость невымерная, человеколюбство невымовное. Ты, уладару, по милосердности Твоей, споглянь на нас и на святый храм гэты, и створи з нами, и тыми, кто разом с нами молится, богатую свою милость и спогаду. Бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. Паки миром Господа помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи Боже наш, спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей сохрани, освети любящую благолепию Дома Твоего, Ты тех воспрослави божественной Твоей силы, не остави нас уповающих на Тя, яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава,
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Паки миром Господа помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Дева Мария со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Еже общееся и согласное даровавы нам молитвы, же двум или трем согласующимся имени Твоим прошение подать и обещавай сам, и ныне раб Твоих прошения к полезному исполня, подаяно в настоящем веке, познание Твоей истины и в будущем жизнь вечную даруя, яко благо человеколюбец Бог Еси, Тебя славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Можно со мной ходить, а можно не ходить. Я обычно не хожу. Но я не выходи, останусь. Ага. Благодару, Господи Боже наш, який заснаваў на нябёсах чыны і воінствы анёлаў і арханёлаў для служэння Тваёй славе. Зрабі, каб з гэтым уваходам нашым уваход святых анёлаў адбыўся, каб яны разам з намі служылі і славілі Твою добрасць. Бо належыць Табе ўсякая слава, пашана і пакланення Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды і на векі вякоў. Амінь. Мудрасць, станьте роўна.
воспинай Кадила. Сейчас тебе. Через 2 минуты. Отцу и Сыну и Святому Духу. Боже, святий ти між святих спочиваєш, Тебе тридцятым голосом Серафимы опевают и херувимы усхваляют. Тебе все небесные силы поклоняются. Ты привел все с небыту у бытие, Ты створил человека на образ свой, подобенство свое, и усими своими дарами его оздобил. Тим, хто просить, Ти даєш мудрость і розум, і не зважаєш на грахи, але покаяння призначив на збавлення. Ти нас упокораних, негодних Твоїх слуг зробив годними, у годину хету стоять перед славою святого Твоего охверника і належне поклонення і усхвалення приносить. Сам уладару прийми од нас грешних вусно тридцяти спів. Наведай нас у добрості Твоєї, вибач нам усяку провину свядомую, що несвядомую, освяти наші душі і тіли, і дай нам у побожності служити Тобі во всі дні життя нашого. Молитвами Святой Богородицы усіх святих, які спрадвеку Тебе догодили. Бо святый Ты, Боже наш, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Святый Боже, ты мостный, смертный, помилуй нас. Святый Боже, ты мостный, смертный, помилуй нас. Святый Боже, ты мостный, смертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Святый смертный, помилуй нас. Святый Боже, ты мостный, смертный, помилуй нас. Аминь. Нет? Ага. Да, но Николай. Сейчас. Сейчас скажу. Римлянам. 11 правильно. Будем уважливыми, мир усім, И духу Твоему, премудрость, Рахимен, Господи, слава Господи, свой, да благословил Тебя свой. Слава Господи, народ свой, да благословил Тебя свой. Да Тебе, Господи, я кричал, не отдыхать молчаливо от меня. Слава Господи, народ свой, да благословил Тебя.
Премудрость. До римлян послание святого апостола Павла читание. Будем уважливими. Брати і сестри, Писання каже, кожний, хто вірує у Його, не буде посоромлений. Тут нема розниці поміж іудеєм і елінам, тому що один Господь для усіх, щодрий до усіх, хто призиває Його. Бо кожний, хто призиває ім'я Господнє, уратований буде. Але як вони будуть призивати того, у кого не увірували? Як будуть вірувати у того, про кого не чули? Як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Бо написано, які гожі ноги у тих, хто добровістить мир, хто добровістить добре. Але не усі послухалися добровістя. Бо каже Ісаїя, Господи, хто повірив почутому од нас? Дик ось, віра от почутана, а почутає от Слова Божого. Але я кажу, хіба яни не чули? Наоборот, по усій землі пойшов голос їх, і до краю сусвіту слово їх. Я ще кажу, хіба Ізраїль не ведав? Перший Моїсей говорить, я буджу вашу равнивость праз не народ неразумний, роздражню вас. А Ісая сміло каже, «Мяне знайшли тие, що не шукали мене, я відкрився тим, що не питалися про мене». Про Ізраїль же він каже, «Целый день я протягував руки мої до народа непокорного і упора. Дик я кажу, хіба відмовився Бог від народу свого? Ні в яким разі, бо і я ізраїльтянин, з семени Авраамового, з колена Веніамінового. Не відмовився Бог від народу свого, але як він наперед знав. Ці ж ви не ведаєте, що говорить Писання про Ілію, як скаржиться Богу на Ізраїль, кажучи, Господи, пророков Твоїх позабивали, охвярники Твої порозбурали, я застався один і шукають душу мою. Мир тобі. И Духу Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бо сказав ти, навеки заснована милость, на небесах стверджена истина Твоя. Он скаже Господу, ти заступник мой, притулок мой, Бог мой, на якого я сподяюся. Запали у серцах наших человеколюбную ладару незгасальное святло Твоего богопознания и в очи розума нашего открыто разумение Твоего евангельского добровестия. Уклади у нас так само страх, да Твоих заповедей укопнуўся пажады плоти растоптаўшы духовное жыццё праводзілі, а так само імкнуліся да ўсяго і рабілі ўсё, што Табе даспадобы. Бо Ты святленне душаў і целаў нашых, Христе Божий, Табе славу узносім. З беспачатым Твоим айцом, усесвятым і добрым і жыватворчым Твоим духом, цяпер і заўсёды і на веки вякоў. Аминь. Мудрость, станьте ровно, выслухаем Святое Евангелие, мир усім. Поводле Матфея Святого Евангелия читание. Будем уважливыми. У той час, праходзячы, убачыў Ісус чалавека, што сядзеў на мытні, якога звалі Матвей, і кажа яму: «Ідзі за мною». І устаў той і пайшоў услед за ім. І сталася, калі Ісус узляжаў у доме, тады многія мытнікі і грэшнікі прыйшлі і ўзлеглі з ім і вучнямі яго. І убачыўшы гэта, фарысеі сказалі вучням яго: «Чаму з мытнікамі і грэшнікамі есць і п'е настаўнік ваш?» А Ісус, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Не здаровыя маюць патрэбу ў лекары, а хворыя. Ідзіце, навучыцеся, што азначае міласці хачу, а не ахвяры. Бо я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў да пакаяння». У імя Отца і Сына і Святого Духа. Амінь. Нас ужо болей. Я вельмі гэтаму радуюся. Спадзяюся, што к канцу службы прыйдзе і яшчэ больш людзей.
Я калі рыхтаваўся да сённяшняй пропаведзі, я зразумеў пра сябе одну вось такую важную рэч, што я жыву ў культуры адмены. Вось у мяне есть круг маіх сяброў, круг людзей, якіх я паважаю, круг людзей, каму я давяраю. Гэта досыць шырокае кола людзей, яны не абавязкова іх ведаю ўсіх фізічна, я магу іх ведаць там у інтэрнэце, яшчэ дзесьці. Але гэта людзі, з якімі я заўсёды рады сябраваць, з якімі я заўсёды рады разам тусіць і все такое. А ёсць людзі, да якіх я пытаюся не падыходзіць блізка, таму што іх рэпутацыя, яна ўсё ж такі такая досыць таксічная, і я баюся, што іх рэпутацыя закране і мяне таксама. І ўвогуле, калі я думаю шырэй, я думаю, што мы ўсе так жывем. У нас у кожнага з нас ёсць некае кола сваіх людзей, ёсць ворагі, ёсць там яшчэ людзі не зусім зразумелыя, і мы жывем кожны ў сваім бабле. І пэўна тое самае было 2000 год таму і заўсёды, таму што мы людзі, мы так працуем, і гэта заложана ў нашай прыродзе. Але гісторыя, якую мы сёння чытаем, Христос, ён падыходзіць да самага максімальна таксічнага чалавека і кажа яму: ідзі за мною. Больш за то, ён ідзе ў сяроддзе таксічных людзей, і там сярод іх прапаведуе. Я пра што? Я пра тое, што і думка, пра якую я падумаў, гучыць так, што звычайна мы любоў праяўляем да тых людзей, хто наш, хто свой. Я магу любіць вас, таму што вы для мяне свае. І спадзяюся, наадварот, вы мяне таксама любіце. Але я не ўпэўнены ў гэтым. Але і любоў гэта ўжо як сканчэнне, як такая фінальная кропка нашых з вамі адносін. Мы адзін аднаго паважаем і таму любім. Але сённяшняе Евангелие мы бачым, што ўсё наадварот. Любоў — гэта першая кропка, з любові ўсё пачынаецца. Я спачатку цябе люблю, неважна, хто ты, адкуль ты і як ты. Спачатку цябе люблю, а ўжо потым праз любоў мы з табой будуем адносіны, і ўжо праз гэта мы з табой мяняемся разам і мяняем свет. І я пра тое, што пэўна гэта ёсць евангельская мадэль. Пра сябе евангельская мадэль добрых чалавечых адносін, тых, як яны павінны будавацца, і як мы павінны ісці ў свет, і як мы павінны мяняць гэты свет. І кажучы пра сябе, я хутчэй за ўсё не гатоў да гэтага. Я не гатовы зараз падысці да самых таксічных людзей і сказаць, што я вас люблю, давайте разам штосьці рабіць. Я так не магу, на жаль. Але я спадзяюся, што калі не, то вы зможаце. І вам сённяшняя евангельская інструкцыя. Рабіце так, і будзеце разам з Господам. І па-другое, другая моя думка, якую я падумаў пра тое, што і калі мы самі з вамі не падыходзім да Господа, нічога страшнага. Господь нас усё роўна любіць. І калі-небудзь ён да нас таксама прыйдзе і скажа, што мы ўсе пойдзем са мною, будзем будаваць адносіны і пачнем з кропкі любві. Таму не пужайцеся, не хвалюйцеся, што вы не такія. Амінь. Да. Я только там ставлю пару прошений. Отцем все души, от всего помышления нашего Отце. Господи, Вседержитель, Божий Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриарсе Варфоломее, все его Христе, братья наши. Еще молимся о Богохраниме, стране Литовстве, стране Белоруссии, властях, воинствах и народах их, в отечествах и в России несущих, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших священницах, священномонахах и всем во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарсах православных и создателей святого храма сего и всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божьих, Ирины, Анжелы, Анастасии, Дионисия, Натальи, Марины, Галины, Алексея, Александры, Кирилла, Ивана, Глеба, Мирослава, Марины, Виктора, Цискохворы, Ганны, Жанны, Андрея, Лены, Натальи, Владимира, Юрия, Мили, Яны, Ганны, Светланы, Татьяны, Игоря, Веры, Даниила, Олеси, Юрия, Людмилы, Алексея,
Ирина, Наталья, Мария, Романа, Дарья, Траковица, Милане, и всех здесь предстоящихся и молящихся людях, и всех заповедавших нам недостойным, молитесь о них. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестном храме, всем труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Так само молимся за усіх несправедливо зневоленных братов и сестер наших, и за их вызволение скажем усе: Господи, выслухай нас и помилуй. Яшчэ молимся за усіх, хто вымушана пакінуў свае дамы і радзіму, і абдараванне ўсяго патрэбнага для жыцця. Аб хутчэйшым вяртанні дадому скажам усе: Господи, выслухай нас і памілуй. Таксама молимся за Украіну, яе народ, за ўсіх, хто праз вайну страціў родных, здароўе, дамы і свой штодзённы хлеб, каб Господь сам абараніў іх, суцешыў, ацаліў, забяспечыў усім неабходным для жыцця, скажам усе: Господи, выслухай нас і помилуй. За дараванне перамогі народу Украіны, за сканчэнне вайны, за дараванне свабоды беларускаму народу і за пакаянне ўсіх, хто чыніць гвалт, прыгнёт і беззаконні, скажам усе: Господи, выслухай нас і помилуй. Господи Боже наш, прыми шчырыя малітвы слух Твоих і змілуйся над намі паводле велічы Твоей милосердности. Пошли доброты Твои на нас і на усіх людей Твоих, які чакаюць ад Тебе багацця Твоего змілування. Бо Ты милостивный, чоловеколюбный Бог, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заўсёды на веки веков. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яшчэ молимся за упокоение душ спочилых детей Божьих, Валентины, Кирилла, Веры, Федора, Михаила, Ольги, Леонида, Алексея, Владимира, Катерины, Алены, Ивана, Нины, Александра, Нины, Бориса, Ганны, Алены, Силантия, Тита, Марии, Якова, Надеи, Степана, Анатолия, Евгена, Сергея, Дмитрия, Александра, Марины, Филиппа, Татьяны, Сергея. И за выбачение им всякой провины вольное ж и межвольное. Каб Господь Бог уселил души их туды, где праведно спочивают. Милости Божией, володарства небесного, отпущения грехов их, у Христа несмертного володара и Бога нашего просим. Боже, духов всякие плоти ты смерть промог, и дьявола покорил, и житье свету Твоему дал. Сам, Господи, покой души спочилых детей Твоих, усіх, кого мы тут сегодня вспоминаем, наших близких, у места светлом, у места квітнеючим, у места спокойном, откуда утекли покуты, журба и стагнання, у всякое согрешение, учиненное ими словом, або учинком, або думкою, як добрый человеколюбный Бог, пробач. Бо нема человека, який б жил и не согрешил. Бо Ты один только без греху, правда Твоя, правда навеки, слово Твое истина. Бо Ты у воскресенье житёю, пока не спочилых детей Твоих, Христе Боже наш, и Тебе славу узносим, с беспощадным Твоим Отцом и пресвятым и добрым животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды на веки веков. Знову и знову миры Господу помолимся. Как позбавиться нам от всякого гора, гневу и нестачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Каб мы под уладою Твоею завжди хаваное Тебе славу узносили, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. Никто со замечательным божественным слотом не вахтно гожатство Тебе служит и волдару славу, служит Тебе величной страшного для самих небесных силу. Леди для него и верно свою любовь доводит, не стал живнейшим, не звонившим, стал человеком нашим престолом, и когда Руси рождение, как служение просим, снова передавшим нам. Леди, Господи Боже наш, слава души, сила небе, на земле Тебя. Господи, Господи, простой, вот сердце ради Израильского. И Ты, среди сердца, сокрушаешь Ты молитвенных добрых, своих было, служение, не храшно, не лучшую. Жизнь на душу сердца, основу все ныне, допустим, сил, все сразу, Бог, я нас государство,
Мы херувим в образ станицы, выявляющий животворчая Троица, Троспейся, славающий, платим же цару всякий житевой клопот, как нам цару усих принять, якого небашну споражая ангельская варта. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И же херувимы тайно образующие животворящий Троица, то святой пись, прикрывающий всякое ныне житейское, отложим попечение, когда царя всех подымем, ангельскими невидимо дореносимы чинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы херувим в образ станицы, выявляющий животворчая Троица, Троспейся, славающий, платим же цару всякий житевой клопот, как нам цару усих принять, якого споражая ангельская варта. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чисти нас, грешных. Сестра, ты один пойдешь на вход на да? Ну, если хочешь, можешь позвонить. Нет, ну, мне кажется, удобно будет, если ты один пойдешь. Пойдем. Так вот, мне уже отправила с крестом идти с Георгием. Тогда вас и всех. Вот это вот последнее. Сейчас это нет, Господь Бог во царстве все всегда на них присно. Найсвятейшего всесвятного патріарха нашого Варфоломея, нехай исполнить Господь Бог у владарстве своим завжди теперь и заусёды на веки веков, велебные митрополиты, архиепископы, епископы, усіх святоров и монахов и монахинь, нехай исполнить Господь Бог у владарстве своим завжди теперь и заусёды на веки веков. Вас и всех православных христиан да поменяет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Священство да поменяет Господь Бог во царстве своем всегда, ныне и присно и во веки веков. Життя дане зарай, проживши справді всяких форм, царського конец нашого і воскресіння. Поклав. Зроби Господу про ласку сіяла. Подобайте мрою розсадничим продуктами. Для людях віри правди. Прошу сторони, прокладних вірних платівців. Амінь. Перед всем увером мы ходим, целуемся со всем храмом. Тут уж на замка тебе удобно. Хорошо, ладно. Ну тут как, да. Исполни молитву нашу, Господи, о предложенных честных даре Господу помолимся, о святем храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. Во избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мир, наверное, наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предадим. Господи Боже, Вседержитель, едине святи, приемли жертву
хваление от призывающих тебя всем сердцем. Прими нас, грешных, моление, и принеси ко святому Твоему жертвеннику, и удоволи нас приносите Тебе дары же, жертву духовную о наших грехах, и о людских неведениях, исподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быть и Тебе благоприятнее жертвы нашей, и вселитесь Духу благодати этого благому в нас, и на предлежащих дарех всех, и на всех людях Твоих, щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословенный со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Мир всем. Возлюбим один одного, ка по однодумности вызнавать. Всевышней крепость моя, Господь, утверждение мое и придержащее молитвы. Христос посреди нас. Есть будет. Христос посреди нас. Есть будет. Христос посреди есть будет. Христос посеред нас. 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 Так уже было. Але, ну что робить? Христос посеред нас. Христос посеред Нас. Христос посеред нас. Христос посеред... окей. Christ between us, maybe. Окей. Христос посеред нас. 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 Все. Двери до мудрости будем уважливыми. Творцу неба и земли всего бачного и небачного, и у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божого, одинородного Отца народженного перед усими веками, светло от светла Бога истинного, от Бога истинного, народженного, нестворенного, одиносутного, за образ якого все сталося, які деля нас людей, деля нашего збавлення сишов з небес, и написался от Духа Святого и Девы Марии, стал человеком, был распятый за нас при Понтии Пилате, и покутовал, и был похованный, и воскрес у третий день, згодно с Писанием, и взошел на небесы, и сядет праворушайца, и знов прийде у славе судить живыми и мертвыми, и его владарству не будет конца. И у Духа Святого Господа животворчого, який Отца сиходить, якому разом з Отцом и Сыном поклоняемся, и якого славим, який говорю про пророков. Водимую святую повсюдную и апостольскую церкву, вызнаю одно крещение для отпущения грехов. Потом мне. Да, молитва. Ну, из этих вот... Извините, хорошо. Семи мы должны сегодня. Это вот... Потом. Да, потом. Аминь. Станем добро, станем со страхом, будем уважливыми, как святое проношение у мира принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа будет за всеми вами. Узвысим сердце. Подякуем Господу.
годно и справедливо Тебе певать, Тебе доброславлять, Тебе хвалить, Тебе дяковать, Тебе поклоняться на всяким месте владарства Твоего, бо Ты Бог невымовный, неспознавальный, небачный, неспастишный, вечно истный и завжди той самый. Ты, единородно Твой Сын и Дух Твой Святый, Ты привел нас з нябыту ў быццё і упаўшых Ты узняў, і неаступна здзяйсняў усё, пакуль нас на небо не узвёў, каб падарваць будучае Твоё владарства. За ўсё гэта дзякуем Табе, единородному Твоему Сыну і Духу Твоему Святому, за ўсе вядомыя, невядомыя, яўныя і неяўныя дабрадзействы, якія для нас здзейсніліся. Дзякуем Табе за супольнае служэнне гэтае, якое Ты ад рук нашых прыняць палічыў годным, хаця атачаюць Цябе мноства арханёлаў, безліч анёлаў, херувімы, серафімы, шасцікрылыя, шматвокія, лунаючыя, крыляючыя. Пераможную песню, спяваючы, устыкаючы, выгукваючы ды прамаўляючы. Сими мы блаженными силами Владыка человеколюбчего пием и глаголем свят еси пресвяты, и единородный Твой Сын и Дух Твой Святый, свят еси пресвят и великолепна слава Твоя, и же мир Твой тако возлюбил еси, яко же Сына Твоего единородного дате, да всяк веруя в Него не погибнет, но имеет жизнь вечную, же пришеды все же на смотрение исполнив ночь, в ней же предаяшься, паче же сам себе предаяша за жизнь мира, прием хлеб во святые свои пречистые и непорочные руки благодарив, и благословив, осветив, преломив, даде святым своим ученикам и апостолам рек. Примите, ядите, сие есть тело мое, еже завыло мимо в оставление грехов. Ты когда вступаешь? Вот. Там нужен про чашу. Подобнее чаши по вечере глаголю. Пейте от нее все, сия есть кровь моя Нового Завета, еже за вы и за многие изливаемые в оставление грехов. Поминающую бы спасительную сию заповедь, и вся еже о нас бывшая крест, гроб, тридневное воскресенье, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное паки пришествие. Твоя от Твоих Тебе приносящее о всех и за вся. Боже, очисти меня грешного и змилуйся надо мною. Боже, очисти меня грешного и змилуйся надо мною. Боже, очисти меня грешного и змилуйся надо мною. Аминь. Яшчэ прыносім Табе гэтае духоўнае і бяскроннае службу Тебе і молім і умоліваем пашты Духа Твайго Святога на нас і на прынесеныя дары гэтыя. І зрабі гэты хлеб каштоўным телам Христа Твайго. Аминь. А тое, што ў гэтым келіху каштоўнай крывёю Христа Твайго. Аминь. Перамяніўшы Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняйся святым и почестным телу крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Каб яны были для тых, кто причащается на твердость душителя, выбачение грехов, для супольности со Святым Твоим Духом, для полноты владарства небесного, для отваги перед Тобою, а не на суд, и на осуджение. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэта служэнне за спачылых у веры праіцаў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў і за ўсякі дух праведны, які ў веры спачыў. Асабліва за ўсе святую, беззаганную, найдабраславеннейшую, слаўную валадарку нашу Богородицу і вечна Деву Марыю.
за святого Яна, пророка, предвестника и хрестителя святых славных всевелебных апостолов, за святых память, яких означаем сегодня, за всех твоих святых, расхаденства, яких наведе нас Боже. Успомни всех, кто спочил надею на воскресенье життя вечное, и дай им спашен Боже наш там, где их и них святло обличия Твоего. Якщо щиро молим Тебе, успомни, Господи, всех православных епископов, які правильно вивчають Слово Твое истины, усіх просвітерів, дияконов у Христі, увесь святарський і монарський чин. Ектиневич, Януш. Ектиневич, Януш, хорошо. Ага. Еще приносим Тебе духовное это служение за весь свет, за святую, повсюдную и апостольскую церкву, за тех, кто проводит житье в цноте и стиплости. Дай нам, Господи, мирно господарить, каб и мы жили у супокоя, лагодно и тихо, за всей набожностью и годностью. Сирот перших помяни, Господи, великого Господара нашего, наисвятейшего всесветного патриарха Варфоломея, заховай яко для святых Твоих церквах, у миры, целости, доброй славе, здоровья, долголетия, каб он правильно навучал Слово Твоей истины. Успомни, Господи, город, в яким мы живем, Литву и нашу Беларусь, и все города и краины тых, кто с верою живут у их. Успомни, Господи, тых, кто подорожничає по морі, землі, по ветры, хто хворее, покутує, хто у зневоленні и их збавлення. Успомни, Господи, хверодавцев, доброчинцев у святых Твоих церквах и тых, кто памятает про убогих, и на усіх нас милости Твои пошли. И дай нам едиными вустами, единым сердцем славить и певать усе почесне и цудовне ім'я Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусюди на веки веков. И нехай будуть милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, за всеми вами. Все святые, помянувши паки, миром Господа помолимся. О принесенных и освященных честных даре Господу помолимся. Якогда человека любит Бог наш, прием его святые, пренебесные, мысленные свой жертвенник, во неблагоуханию духовного, вознеспослед на божественную благодать и дар Святого Духа. Помолимся. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Не всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирове у Господа просим. Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончать у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе предлагаем всю нашу жизнь и надежду, Владыка человеколюбчий, и просим, и молим, и милосердеем сподоби нас, причаститесь и небесных Твоих и страшных тайн, сия священной духовной трапезы с чистою совестью, в оставлении грехов, прощении согрешений, в общении Духа Святаго, в наследие Царствия Небесного, в дерзновение, еже к Тебе, не в суд или в осуждение. И сподоби нас, Владыка, со дерзновением неосужденно смейте призывать и Тебе, небесного Бога, Отца, и глаголоти. Отче наш, який есть на небесах, няхай святится имя Твое, няхай прийти владарство Твое, няхай буде воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеб наш наденный дай нам сегодня, и даруй нам провины наши, як и мы даруем виноватым нам. И не уведи нас в спокусу, але избав нас от злого.
Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Мир всем. Головы наши перед Господом схилим. Дякуем Тебе, небачно владару, что свою невымерную силу Ты все створил и убагатимилася свою провел все знебиту убиття. Зерни, Господи, з небесу на тих, хто схилили голови свої перед Тобою, бо яни схилили їх не перед плоттю і кров'ю, але перед Тобою величним Богом. Дик вось владару принесені нам тут дари, усім парону роздай, кожному поводле потреби. Будь з подорожниками по морі, землі, у повітрі, а здорові хворих, лекару душ і тілов. Ласкою щодростями чоловіколюбством одинародного Сина Твоего, з яким доброславен Ты, з усім святим і добрим і животворчим Твоїм Духом, тепер і завсюди на веки веков. Зерни, Господи Иисусе Христе Боже наш, з вышини святого житла Твоего, из посады славы владарства Твоего, и прийди освятить нас. Ты, який сидишь зайцом на вышинях, и знамення башно тут присутничаешь, и зроби нас вартами, каб Ты свою ладную рукою дал нам свое чистое тело и почестную кров, а праз нас усім людям. Боже, очисти меня грешного, и змилуйся надо мною. Аминь. Увага! Святое святым! Делится и раздается яхня Божия, делится, але не разделяется, завжди естся, але ніколи не з'їдається, а тих, хто причащається, освячає. Ісус Христос перемагає. Повні Духа Святого. Амінь. Да простанете плани святи Твоїх завжди, тепер за все на віки веков. Амінь. І Охін скаже пробувати. Сегодняшний урывок апостольского читания из листа до римлян. И вы добро помните, что это такие биологичные... Веру, Господи, вызнаю, что справді Христос, Сын Бога живого, что Ты прийшов у свет грешных, борись их перший. Я еще верю, что это все чистое тело Твое, это почестная кровь Твоя, молюсь Тебе, помилуй, пробачь мне все правильные мои вольные, межвольные, у словах, у справах, святом и несвятом, израби меня вартым, без осуждения, причаститься все чистые Твои таинства, для отпущения грехов, для жития вечного. Аминь. У вечера Твоей таенной, Сыне Боже, сьогодні удільничать не дозволь, по ворога Твоїм я не видам тайни, і не дам Тобі, як поцілунка, як Іуда, але як розбойник визнаю Тебе. Успомни меня, Господи, владарство Твоим, нехай не на суд и не на суджение будем мне пришли святы Твои таинства, Господи, а на царение души и тела. Аминь. Святое и почестное тело Господа и Бога Избавца нашего Иисуса Христа, Отец мне, Александру Святому, Господи Греховный, Душа Вечная. Аминь. Честное святое тело Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа, предается мне недостойно Андрея, потеря грехов, жизнь вечная. Христос посеред нас. Гэтае збаўленне нічога не спрацавала. І вось гэтая недарэчнасць апостола Павла, яна яго вельмі моцна турбавала, клапаціла, і ён з рымлянамі дзеліцца сваімі шчырымі тэалагічнымі развагамі. І у сённяшнім урыўку мы с вами читаем, что кожный, кто призовет имя Божие, то будет избавлен, то есть выручен. Это слово богато ранее промовленное пророком Иоилем. И только у новозаповедные часы этим словом знайшлося несколько разумение, об чым ідзе размова. И апостол Павел, узгадавши гэтае слово ў якасці пераканання свайго, ён кажа, тады ўсё зразумела. Тады трэба, каб слова, каб тыя былі тыя, хто будуць заклікаць да гэтай дзеі, каб людзі пачалі прамаўляць і заклікаць імя Гасподне. І з'яўляецца слово прапаведнік. Мы сёння, калі чытаем гэты урывак, нам вельмі просто читать. Нам кажут, мы читаем и кажем, ну, есть проповедник, хай говорит. Вот выйдя к кафедре хтосьці, там святар, промовить сказання, и на этом быццам усё. Але апостол Павел у своем разумении под словом проповедник мал на увазе всіх нас. І ён мал на увазе не проповедь як промовление мастацкое, якостное слово, а як вызнание и весть своим жыццём. И вот гэтая проповедь, вестью своим жыццём, гэта для апостола Павла вера.
вера не про тое, як якасць якаясьці, а вера, як мы сёння з вами гучна прамовілі сімвал веры. Вера гэта крэда, гэта тое, без чаго я жыць не буду, гэта тое маё знамя, ад якога я ніколі не адмоўлюсь. І дзякуючы чаму буду жыць і існаваць. І вось тое, пра што сёння казаў отец Александр, кропка любві, з якой любові, з якой ўсё пачынаецца, яна патрабуе якраз такі такой веры і непахіснасці, каб гэта было нашым крэдам. І для апостола Павла становіцца зразумелым, што на змену рэлігійнасці прыходзіць вера як лад жыцця. І пост, у які мы з вами уступілі, з якім я вас усіх віншую, гэта не рэлігійны спосаб, гэта спосаб пачуць і быць разам з Богом. Амінь. Не, веру, я ж не читал. Веру, Господи, вызнаю, што Ты сапраўды Христос, Сын Бога Жывога, што Ты прыйшоў у свет грэшны збавіць, які першы я. Яшчэ верую, што гэта ўсё чыстае цела Твоё, гэта пачэсная кроў Твоя. Таму малюся Табе, памілуй мяне і прабач мне правіны мае вольныя і міжвольныя, у словах, у справах, свядомыя і свядомыя, і зрабі мяне вартым без асуджэння прычасціцца усячысты Твоё таемства, дзеля адпушчэння грахоў, дзеля жыцця вечнага. Амінь. У вячэры Твоёй таемнай, Сыне Божы, сёння удзельнічаць мне дазволь, бо ворагам Тваім я не выдам тайны, не дам Табе пацалунка, як Іуда, але як разбойнік вызнаю Цябе. Успомні мяне, Господи, в владарстве Твоим. Няхай не на суд і не на асуджэнне будзе не прычасці святы Твои таемства, Господи, на ацалення души и тела. Аминь. Со страхом Божиим и верою и любовью приступите. Александр, почестный Господь, Бога нашего Иисуса Христа. Аминь. Валерия, пришедший, почестный Господь, Бога нашего Иисуса Христа. Аминь. Яоген, пришедший, почестный тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Зоя, пришедший, почестный тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Як вас зовут, нагадайте, ласка? Валентин. Валентин, пришедший, почестный тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Так, як тебя зовут? Федор. Федор, пришедший, почестный тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Так, а як тебе зовут? Вера, пришедший, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Тело и кровь Христовы. Проходите. Тело и кровь Христовы. Андрей, пришедший, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Да, я прошедший, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. What's your name? Тело и кровь Христовы. Марина, прошедший, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте. Все, проходите. Юля, прошедший, почестное тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Тело и кровь Христовы. Проходите. Так, кого мы забыли? Станислав, мы тебя забыли? Нет, не забыли. Станислав, пришествие, почему тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. На подоконник. Подоконник. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, грехи все. Как мы напоминали, кровью Твою честную, пожалуйста, молитвы святых Твоих. Аминь. Збав, Боже, людей Твоих и доброслови спадщину Твою.
доброславенный Бог наш, заужды теперь и заўсёды на веки веков. Аминь. Хай наши уста будут полные хвалы Твоей, Господи, как владеет славу Твою. Скажи, пожалуйста, Кеню. Хорошо. Я уже скажу молитву. Хорошо. Святых Твоих воских несмиротных и животворчих тайнов, задавай нашу Твоей святости, как главу везде новым жертву Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прости, приемши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты освящение наше, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. С миром выйдем. Господу помолимся. Ты доброславляешь тых, кто доброславляет Тебе, Господи, освячаешь тых, кто спадяется на Тебе. Збав народ свой, доброславил дел свой, полноту церкви своей заховай, святи тых, кто любит красу дома Твоего, прослав и за это боскую Твою силу, и не покинь нас, яке спадяемся на Тебе. Мир свету Твоему дай, церквам Твоим, святарам и усім людям Твоим. Бо всякий добрый и досконалый дар дается звыш и сыходит от Тебя, Отца Светилов, и Тебе славу, подяку и поклонение узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды, и на веки веков. счастливой краину нашу и наш народ. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе.
У воскреслый с мертвых Христос, истинный Бог наш, заступництво всечистая своей мати, святых славных хвальных апостолов, святого отца нашего Яна Златоустого, архиепископа Константинопольского, святого Левонтия Виленского, святых праведных богайцов Якима и Ганны, всех святых, святого апостола Матфея, память якого мы сегодня, Григорія Чудотворця, і усіх святих, і усіх білоруських святих, нехай помилує, збавить нас, бо він добрий, чоловіколюбець. Амінь. Ну вот, дякую всем, что вы пришли. Дякую, что пришли, хотя под конец службы. Потому что на початку тут было 4 чоловіки, мне было соромно перед отцом Андреем. Ось, да, что нас так мало. Але зараз уже больше, конечно, не максимум, но пойдет. Тому дякую, что пришли, и да. Ось. І, отець Георгій, які у нас служби на гэтым тижні? Да, на гэтым тыдні у нас свята увядзення ў храм Пресвятой Богородицы. Гэта, ну, такое, можна сказаць, больш сімвалічнае свята, калі мы асэнсоўваем Деву Марыю як храм Божы, як тую, у якую увайшоў Господь. І пра сябе мы таксама думаем, як пра храм Духа Святого, таксама як пра храм Божы. І гэта адно з 12 вялікіх святаў нашых. Таму свята прыпадае на пятніцу 21-го, але мы будзем святкаваць з чацвярга з вечара. Будзе ў чацвер увечары вячэрняя літургія а 18:30, прысвечаная Божай Маці. Калі ласка, запрашаю. Сёння Евген сказаў пра пост і напісаў, дарэчы, у чаце нашым пра пост. Бацюшкі маўчаць. Вот Евген дапамагае нам і вельмі слушна. Сапраўды час, калі мы павінны старацца быць больш з Господам, таму у нашым раскладзе мы заўсёды будзем старацца ставіць службы і на буднях. І я нагадваю і вельмі за гэта перажываю і прашу Слова Божие, вывучэнне Слова Божага. Ёсць магчымасць прыходзіць сюды, ёсць магчымасць падключацца онлайн. Для нас гэта сапраўды вельмі важна, таму памятайце, што ў сераду о 18 гадзіне онлайн ці офлайн у нас біблійныя чытанні, разважанні. Вось, у суботу дзень памяці ахвяраў Галадамора. Таксама паслужым паніхіду, хутчэй за ўсё, за тых людзей, якія загінулі ад голода. Вось. Ну і сёння яшчэ раз хачу прывітаць нашага шаноўнага друга, брата, сябра, отца Андрея. Отец Андрей, большое спасибо, Спасибо, что вы дорогие. с нами. Это, правда, очень здорово. Коли я думаю, что можно сказать коротко про отца Андрея, я вот что подумал. Вось мы з отцом Георгієм, мы вельмі крутые, мы белорусы. А отец Андрей, ён таксама вельмі круты, і яго біяграфія ў дэталях адрозніваецца, але больш-менш як і ў нас, але ён з Расіі, ну, глобальна. Вось. І таму можна яго зараз вось узяць і запытацца, як там вось у іх усё адбываецца, як у іх жывецца. Больш што зараз отец Андрей служыць, дзе служыш? У Германії ці ў Город Нідерландах? Тилбург в Нидерландах. Вось, і запытацца, як там у Нідерландах ён там служыць, таму што незразумела. Вось. Ну, Нідерланды і, ну, да, вось. Да. А живу в деревне. Да. Деревенский батюшка. Деревенский, сельский батюшка. Деревенский батюшка. У столицу, да. Все батюшки деревенские. Кроссовка. Да. Я помню, ну, такой момент в наших отношениях с отцом Андреем. Это было после начала войны. У нас-то с 20-го года все началось. Вот. И уже до 22-го года мы, до 23-го года, да? 23-м началась война, 22-м. Мы уже были такие очень испуганные все. Я помню, пишет отец Андрей, тогда вот, ну это уже не секрет. Наверное. Да, что А я не знаю, что ты Андрей хочешь стал сказать. инициатором письма антивоенного священников Русской Православной Церкви. И пишет отец Андрей, ты подпишешь в Фейсбуке? Я так, помню, вздохнул. Ну да, но это уже было не на том драйве, как в 2020 году это у нас было. Вот, и так вот мы такое вот с отцом Андреем прошли такое боевое крещение. Спасибо, дорогие. Да, здесь, ну, когда с вами молишься здесь, то понимаешь, что то, что мы, в общем-то, всегда понимали,
но как-то каждый раз ощущаешь по-новому, что действительно какое-то внешнее церковное благолепие или количество людей, которые находятся в храме, оно оказывается абсолютно неважным. И Божье Царство, которое мы прославляем с самых первых слов Божественной литургии, оно раскрывается здесь в полной мере. И во многом благодаря тому есть, конечно, уникальная возможность здесь молиться за свою родину, за тех людей, которые в тюрьмах, в заключении, молиться на родном языке. И я думаю, что таких храмов вообще не так много, если Ну, не сказать. Если про Беларусь, только один в мире. Один. Да, единственный. Это Вот. наш. Ну да, я просто боялся, что вдруг что-то, может быть, есть еще, о чем я не знаю. Вот. Поэтому пусть Господь всех укрепит, благословит замечательную страну, замечательный народ, который оказался как бы географически так близко от нас, да, сколько, 30 километров, а как бы по внутреннему наполнению вот этой государственной системы настолько от нас далеко. Вот, настолько далеко, что, в общем, наверное, если не для многих, то для всех, не для всех, то для многих пересечение этой географической границы совершенно немыслимо. Но вот это то, что очень много и долго переживали белорусы, и потом через некоторое время мы, и, в общем, и россияне, которые, в общем-то, многие из них думали, что никогда с ними подобного не случится, но оно случилось. Вот, Добро поэтому пожаловать. спасибо. Это прекрасный клуб. Это прекрасный клуб, такой клуб изгнанников, но мы знаем, кто во главе этого клуба. Вот, поэтому пусть Господь укрепит всех нас. Спасибо. Я нагадую, у нас є Марина скарбниця. Марина вельми любить гроші. Будь ласка, всі гроші Марині. Да-да-да. І у яе у адзінай, калі астатнім празмерна любоў да грошай гэта грэх, у Марыны гэта дабрадзейнасць. Я, ведаеце, еще хочу вернуться до проповеди отца Александра. Мне хотелось вот яе так закончить. Он так сказал, что, бачите, и до токсиков приходит Господь их лижет. Так что я завершаючи проповедь отца Александра сегодня сказал, так что токсики не переживайте. Господь нас не покинет. Да, добре. Тоді запрошуємо всіх до столу. Там ёсць постны пачастунак. Гэта заўсёды. Дякую вялікі усім, хто сьогодні був разом з нами. До зустрічі, простий день. Пока.